На початку збройної агресії РФ в 2014 році в Криму в мережі завірусилося відео розмови місцевого кримського татарина з тодішніми зеленими чоловічками. Як відомо, це були російські військові. В програмі «Мівзу» інтерв'ю з героєм цього ролику. А перед цим закликаю вас підписатися і поставити лайк нашому відео. Як і чому Енвер Ага вступив в суперечку з озброєними росіянами, дивіться далі. А почему у вас опознавательных знаков нет? Можно спросить? Вы У вообще нас чей? часть полностью боевой готовности. У нас вообще в принципе, то есть нет. Ну, вас называют марсианами, вы знаете об этом? Да нас как только не называют. Вежливые молчаны, марсиане, как только не называют. Ну вот я местное население. Ну, может быть. Вот я татарин, может, понимаешь? Я по-другому крымский сказать. татарин. Вот, да. И про Мне вас действительно говорят. некуда, И мне про вас действительно говорят, некуда да. деваться. И про вас говорят Понимаете? то же самое. Ну что, опять в Сибири на Урал? Я сам с Сибири, с Новосибирска родом. Ну, видишь. Всю жизнь там прожил, вырос. Это твоя родина. Да, это моя родина. А что плохого в А Сибири? моя родина здесь. А А, что вот куда плохого мне в Сибири? деваться? Когда на мою землю пришли инопланетяне. Кто? Ну вы. Мы пришли, чтобы Вас здесь кто не было приглашал? стрельбы и все Нет. было мир. Вы- Мир. Где? А здесь война была? Будет, если Ну, нас не будет. Ну вот вы сами наоборот, Почему? народ, как вам сказать, Не надо. Ну, пугаете, посмотрите, что настраиваете, телевизор, что настораживаете, показывает. возбуждаете, понимаете? Мирных людей стреляют, мирных жителей в Киеве, убивают, стреляют, а вы говорите, что это не война. Ну как по-другому? Ну можно? правильно, тот, кто убивал, у вас в Ростове сейчас спрятался. Ну вот На видите. нем это все. Ну. Он же мог это дело все прекратить. Мне просто было интересно, узнав, что там тоже эти зеленые человечки появились, так сказать. По-другому я называть в то время их нельзя, не предполагал, как называть. Вот, называли зелеными. Я простой гражданин, я пенсионер, вот, и хотел мирной жизни. Особенно после Майдана я вообще в то время, март месяц, у меня было в душе такое состояние, что ну вот, свершилось, а тут приезжаю в Крым с Киева, и тут вот такое дело начинает твориться. Непонятно, что банки уезжают, паника, ну как паника, внешне не видно, но вот так вот, как бизнесмен, я бизнесом занимался, тоже в банках ни кредит не возьмешь, ничего не самое, ну тут... И тут вот эти вот солдатики появились. Ну, у нас они появились где-то, говорят, они вообще в Крыму в конце февраля, ну, в нашей стороне они в начале марта уже появились. И мне просто, просто было интересно, как офицеру, в первую очередь, гражданину, офицеру, понять, что это за люди, вообще, какая их цель. По возможности пообщаться. Я даже не планировал, что такой получится. У меня разговор импровизированный абсолютно. Вот. Я даже не знал, какого числа я там был. И вообще про это я ничего не знал. Мне ребята сказали, ты в Ютубе засветился, ты вот разговаривал. Я, да, разговаривал. А как? Я даже не знал, что меня снимала эта девушка. Он предатель, он враг. Так же, как враги те, которые сейчас вот на админ зданиях российский флаг. Ну что, Россия? Я еще на российской земле нет. Еще Да, 16 числа я, уже буду на российской. Когда будете по-другому. Вот тогда вы наклеите российские эти самые, Никто ничего и не делает. поди попробуй в вашу сторону косо посмотри, тут же арестуешь. Зачем вы так думаете? Поживете, посмотрите. Как я там оказался, я хотел посмотреть, где они, чего они, вплоть до того, что может быть, ребят афганцев, интернационалистов, пообщаться с ними, поговорить, может быть, что-то и сделать такое. Их-то немного было. В принципе, там ночью сделать какую-нибудь им диверсию, напугать их и выгнать, в конце концов. Их-то немного было. Я сперва прошел прямо мимо них. Они стояли там, патрулировали, в стороне, очень в стороне были, от дороги, по которой я шел. Ну, сперва прошел, там их тигренок стоял этот с пулеметом. Настроение не очень было. Вот. Бояться я не боялся, кстати, вообще. Вот, что называется, совсем я не боялся. Я просто шел и, не знаю, на волне какой-то. Прошел мимо них,
Смотрю еще один пост, а они охраняли, собственно говоря, себя. У них там в глубине КАМАЗы их стояли кругом, а внутри палатки были. Вот они подъезды к своему лагерю обороняли в то время. Ну как, патрулировали, будем говорить. Оборонять не от кого, на них никто не нападал. И потом там поговорил 2 слова буквально с солдатиками. Вот. Но они не хотели со мной разговаривать, и я с ними особо и не горел желанием. Просто они вообще живые, в конце концов. Вот. И теперь назад иду, а тут наши солдатики украинские проходили на смену. 6 человек во главе с 7-м сержантом. Вот. Вооруженные штык-ножами. Никаких автоматов при них не было. Вот. Огнестрельного оружия, будем говорить. А эти с какого, извините, перепугу находились на нашей территории, да вооруженные. Но мне вот это вот все больше и больше закипало внутри. И когда девушка спросила, а это ваши? Да нет, говорит, это не наши. А что, говорит, они без автоматов? Вот вы с автоматами, а они без автоматов. А зачем она им? А для чего тогда штык-нож? Это я вот прохожу, это буквально я краем уха слышу этот разговор. Вот. А им, ну, проволоку обрезать туда-сюда. Вот с этого и началось видео. Вот я потом его просматривал сам, когда мне сказали, что я попал на видео. Я и не знал, честно говоря, что меня она снимала. Я вообще в таком был стрессовом состоянии. Вот. Подошел к нему и сказал, а вы вообще кто такие здесь? Ну вот дальше разговор там, кто интересуется, пусть послушает. Вот. И вот таким образом завязался разговор. Меня просто возмутило наши без автоматов, а их, значит, никто. Они кто здесь? Они никто. Пришли с Марса. И еще тут учат, для чего и что нужно. Я имею в виду вот, штык-ножи. Ну вот я и подошел. Ну, я уже потерялся. Тогда я вообще ни о чем не думал. Абсолютно. Ну и разговор как бы сам с собой получился. Я ему говорю, ты кому, ты вообще что здесь потерял в чужой стране? А как ты оказался на чужой, на украинской территории? Ты присягал на защиту, а сейчас вроде марсианина. Я же его ни разу не назвал агрессором, ни разу не назвал оккупантом. Но с другой стороны... Вы ему сказали марсианин? Ну да, ну я ему сказал, вас называют марсианами. Ну да, нас кем только не называют, там все такое. Ну, непонятно, ни знаков различия, ничего. Вот. Кто они, что за войска, откуда они? Ну, одеты, конечно, были, я таких наших не видел, чтобы так одеты были они. Ну, спецназ, походу, был. Вот. А так вот на прямой ответ на вопрос я, да, нет, ничего не боялся, абсолютно. Я был в каком-то таком состоянии, я ничего не боялся, я сразу скажу, откровенно не хвалюсь. Ну, действительно, стрессовое состояние было. Я его пережил и на Майдане, я там тоже, вот такое вот вдохновление там было, такой дух. Да я ему предложил уже тогда переоблачиться и приехать на Майдан, и чтобы он немножко морально свою пропаганду убрал, а понял, вот для чего человек живет вообще. Не для того, чтобы воевать, а чтобы созерцать, чтобы сотворять блага какие-то, улучшать жизнь своего народа, а не вот это воевать, вот как сейчас. Вот смотрите, началось от искорки, ну буквально маленькая искорка, вот эти вот зеленые человечки. И вот спустя несколько месяцев Донбасс начался. Вот. Война, собственно, уже в то время началась. Это сейчас полномасштабная война. А тогда, собственно, тогда уже началось. Вот они и думали, с Украины так же поступят, как в Крыму. Тоже их с цветами встретят, тоже будут в обнимку фотографироваться. Вот. Но тут они просчитались, и хорошо просчитались. Ну, оно и, в общем-то, это и была основная мысль моя. Вот. То, что Крым российский априори не может быть. Не зря в советское время его передали Украине, потому что
Он часть материка, будем говорить, благодаря перешейку, часть материка. Вот. Поэтому он, не зря те руководители это так поступили. Сейчас они хотели его оторвать от Украины. Ну, вот этот вот случай, когда, честно говоря, мне в голову само собой пришло насчет руки. Вот то, что я ему говорил. Ну, вот отрежь-то, я-то живой останусь, кровь остановлю, все такое. Ну, а рука-то отсохнет, ты, как вот я говорил, так и есть. С его пропагандой в голове там было бессмысленно. Я думал, может, хоть на это положительно отреагирует. Ну и вот этот момент, когда я говорю, а вы не боитесь, что народ подымется? Вот. Ну, видите, не получилось. То, что там Екатерина пришла и путем обмана, соблазна, и там, я не знаю, еще каких исторических фактов, которых я не знаю, может быть, вот, и присоединила, будем говорить, к России Крым, в то время это уже было неправильно. Вот, в то время. Ну, тогда была Российская империя, и Украина была в составе империи, это и Крым, и поэтому оно как бы так растворялось. Формально, может быть, оно было в России, будем так сказать, вот, административно, а практически все равно Крым с Украиной был неразрывом в любых, во всех. Вот история, я прямым одним словом скажу, история. Мы історично, ну ніяк ми з Росією, у нас общего нічого нет. На жаль, не всі випадки були так яскраво зафільмовані, як історія нашого героя. Такі інциденти в Криму були і є не поодинокі. Про це свідчать сотні випадків репресій проти кримських татар в тимчасово окупованому Криму. Враховуючи те, що люди без зброї, вони намагаються чинити опір росіянам морально і зараз.